Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение нашему пророку Мухаммаду, сыну Абдуллы, его семье, его сподвижникам и тем, кто последовал за ним. Хадиджа была старше пророка, саллаллаху алейхи вассалям, когда они поженились. Ей было 40 лет. Она любила его за благой нрав, надежность, прекрасный характер и благородство, которое отличало его от всех. Также и посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, видел в ней благородство, прекрасный характер и добродетель. После свадьбы он был влюблен в нее, как и она была влюблена в него. Мать правоверных Хадиджа разделила с посланником Аллаха, алейхиссаляту вассалям, все, что у нее было задолго до его пророческой миссии. Как, например, когда она услышала о благом нраве и надежности Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, она предложила ему место управляющего. Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, принял предложение и отправился с товарами в путь. Позже ей рассказали чудесную историю о том, как облака сгустились, защищая его от палящего солнца. Когда она вышла замуж за него, его благородство и величие его милости осенили ее. Милости, которой всемогущий Аллах одарил его, сказав, смысл: «Мы послали тебя только как милость для миров». Коран, сура 21, аят 107. Учитывая это, вы можете себе представить, каким он был супругом. Она любила его безмерно и была с ним всем сердцем, душой и телом. После того, как к нему явился ангел Джибриль, алейхиссалям, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, возвратился домой, и сердце его билось от страха. Посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, был напуган первыми откровениями, и он просил: «Укрой меня, укрой меня, укрой меня». Хадиджа быстро выполнила его просьбу. Она видела, как он дрожал. Она утешала его с абсолютной уверенностью, заверяя: «Аллах никогда тебя не оставит». Она напомнила ему о его добродетели, которой она была первым свидетелем. «Ты помогаешь нуждающимся, утешаешь потерявших надежду и поддерживаешь родственные связи». Она не переставала восхищаться его добродетелью, которую она видела днем и ночью. И она была уверена, что с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, не может случиться ничего плохого. Она отвела Мухаммада, алейхиссаляту вассалям, к своему двоюродному брату Вараке ибн Науфалю, христианину, который был образованным и имел множество священных книг в эпоху невежества. К тому времени Варака был уже старым человеком. Он спросил Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям: «Племянник мой, что же ты видел?» Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, описал все то, что произошло накануне. Он ответил: «Племянник мой, это он, хранитель тайного, Джибриль, алейхиссалям, тот, кого Аллах посылал к Мусе, алейхиссалям, и Иса, алейхиссалям. Я бы хотел вернуть молодость, быть рядом с тобой и защищать, когда твой народ откажется от тебя». Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, спросил: «Они изгонят меня?» Варака ответил: «О сын моего брата, никто не приходит с той вестью, что пришел ты, без того, чтобы его народ не изгнал его и не стал его противником». После этого Хадиджа всегда находилась рядом с посланником Аллаха, алейхиссаляту вассалям. Она тратила свое богатство на распространение ислама и тем самым содействовала благополучию всего человечества. Было время, когда лидеры из курайшитов в Мекке ввели санкции на 3 года в отношении пророка, алейхиссаляту вассалям, и его семьи, и пытались отделить их от остального населения. Целью было оказание давления на пророка, саллаллаху алейхи вассалям, заставить его отказаться от своей миссии, а также заставить его семью отказаться от самого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, чтобы его враги наконец могли убить его. Добиться этого курайшиты хотели посредством прекращения любых торговых связей с родственниками пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Ситуация усугубилась настолько, что семья пророка, алейхиссаляту вассалям, была вынуждена питаться одними листьями. Хадиджа достойно прошла через все испытания и была рядом с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. До снятия запрета оставалось совсем немного, когда Хадиджа покинула этот мир. Тот же год, во время переселения из Мекки в Медину, погиб дядя пророка, саллаллаху алейхи вассалям, Абу Талиб. Этот год был назван годом печали. Со дня ее смерти и до момента встречи со своим Господом, милостивым и милосердным, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, не переставал говорить о ней, да будет доволен ею Аллах. Когда бы ни приносили ему вкусную еду, он всегда делил ее на части и говорил: «Отдайте это тому-то и тому-то». Они приходили к нам, когда была Хадиджа.
отдайте это тому-то и тому-то. Они были подругами Хадиджи. Спустя 10 лет после смерти Хадиджи, когда посланник, саллаллаху алейхи вассалям, освободил Мекку, его спросили, где он хочет поселиться. Посланник, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что его дом в Мекке давно уже продан. Итак, когда он, алейхиссаляту вассалям, вошел в Мекку, его спросили, где ты желаешь остановиться? Он ответил, поставьте мне палатку в Хужуне. Хужун – это не что иное, как место, где захоронена Хадиджа, да будет доволен ее Аллах. И это было показателем их настоящей любви и крепкой связи. Это пример, которому мы все должны последовать сегодня. Отношения между мужчиной и женщиной должны быть самоотверженными и бескорыстными. Муж должен размышлять над тем, что он должен отдавать своей жене больше, чем он получает от нее. И жена должна размышлять над тем, что она должна отдавать мужу больше, чем получает. Эта самоотверженность позволяет сердцам почувствовать настоящую любовь, о которой сегодня многие забыли. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, никогда не забывал Хадиджу, никогда не переставал говорить о ней после ее смерти. И через 10 и 11 лет спустя, до тех пор, пока он сам, саллаллаху алейхи вассалям, не покинул этот мир.